сердце, где-то суета осталась. Давайте мы просто еще раз поблагодарим Господа за все это расставим. Великий чудный наш Господь, превознесенный. Да светится Твое имя, Господи. Да святится. Мы просто преклоняемся пред Тобой, пред Твоим величием, пред Твоей святостью. Преклоняемся, Господи. И благодарим Тебя, что Ты Бог человеколюбивый, много милостивый, милосердный, долготерпеливый, истинный. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Превозносим Тебя. Превозносим в своих сердцах и поклоняемся Тебе. Господи, как хорошо, что Ты открылся нам, что Ты искупил и спас нас. И мы можем вот так запросто приходить к Тебе, Святой Святых, в Твое присутствие, чтобы пережить Тебя, соприкоснуться с Тобой. Благодарим Тебя, Господи, за эту привилегию, которую Ты нам дал, незаслуженную, Господи. Мы приходим сейчас к Тебе, как церковь Твоя, как тело Твое, как невеста Твоя. Мы приходим к Тебе словами благодарности. Господь, спасибо Тебе, что Ты Бог милующий, и мы можем уповать на Твою милость, потому что Ты милость вознес на судом. И Ты сам сказал: пригласите все заботы, возложите на меня. Благодарим Тебя, что мы все заботы можем возложить на Тебя. Благодарим Тебя и славим, Господи. Спасибо Тебе. А мы сейчас, Господи, отдаем все свои заботы. У кого что есть, мы отдаем Тебе. Из того, кто Ты есть, из Твоего естества, мы можем принять это исцеление, Господь. Твою силу можем принять, Господи. И Твои обетования, да, они становятся явью для нас во имя Иисуса Христа. Ранами Твоими да будет исцелен народ Божий. Прямо сейчас во имя Иисуса. Мы соглашаемся с этим. И Ты сказал: все, что не будете просить, верьте, что получите. И мы верим, Господь, что прямо сейчас Твой народ исцеляется. И мы, Господь, благодарим Тебя за силу Твоей крови. Мы будем принимать сегодня вечерю, кушать ее. И сила крови Твоей, Господи, да будет высвобождена во имя Иисуса. И придет, Господь, Твое исцеление, Твой шалом и Твоя гармония в каждую клеточку во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты о каждом из нас заботишься. Мы благодарим Тебя и славим за это. Мы отдаем все Тебе, Господи, мы беспокоимся, потому что Твои намерения о каждом из нас во благо. Благодарим. И, Господь, Ты сказал, чтобы мы молились за начальствующих, за власти. И если город процветает, мы благоденствуем в этом городе. И поэтому мы сейчас также благословляем нашу Якутию, всех, кто проживает здесь, благословляем каждого, кто стоит у власти. Благословляем наше правительство, Господь. Благословляем всех руководителей во имя святых имени Божие. Пусть на них изольются Твои благословения. И придет спасение во имя Иисуса Христа. Да будет, Господь, мудрость Твоя, и будет страх Господень, когда они будут принимать любые решения, чтобы это было во благо для Твоего народа. Благословляем, Господи, благословляем и благодарим Тебя, что мы живем в это время. Благодарим Тебя, что можем возвышать голос свой, Господи, как церковь Твоя, Божия, и будем услышаны, мы знаем, и по слову, Господь, нашему, которое от Тебя, Господь, да будет слово это, да будет, Господь, все поколеблется, то, что должно поколебаться. И да придет защита, Господь, Твоя в крови Иисуса Христа. Да будет на каждом из нас, на семьях наших, на домах наших во имя Иисуса Христа, чтобы не страх одолевал, но радость, Господь.
радость Твоя была и Твой шалом в сердцах Твоего народа. Благодарим Тебя, Господи, и славим за все. Благослови, Господь, тех людей, которые сейчас болеют. Благослови, Господи. Посети и исцели во имя Иисуса Христа. Мы просто соглашаемся, Господь, высвобождаем Твою божественную силу, Господь, для исцеления тех, кто сейчас болеет. Благодарим Тебя, Господи, что Ты верный, что Ты любящий. Господи, вся слава и хвала да будет Тебе. Аминь. Дети, выходите сюда. Давайте мы за вас тоже помолимся. Благослови. Давайте. Да, можно сесть. Вы знаете, да, что мы верим в то, что жизнь и смерть, она во власти языка, что нам, как верующим, дана власть в этом духовном мире что-то провозглашать. И это власть от Бога. Аминь. Поэтому это важно благословлять наших детей. Поэтому давайте мы благословим всех, кто присутствует здесь сейчас, а также за всех детей, подавляющее большинство, кто в нашей церкви, их нет сейчас здесь, дома по каким-то причинам. Давайте мы помолимся. То есть благословить это сказать что-то хорошее, благое, да? Отец, мы приносим перед Тобой каждого ребенка, который сейчас здесь присутствует, также всех детей, кто в нашей церкви, их нет по каким-то причинам. Господи, мы просим Тебя, Ты благослови, как мы их сейчас благословляем. Всяким Твоим благословением, Господи. Пусть Твоя рука она будет над ними, уберегая их от зла во всей их жизни. Господи, я прошу Тебя, пусть всякая болезнь, она обойдет их стороной. У нас начинается сезон простуд, гриппов. У нас ковид ходит. Я провозглашаю во имя Иисуса Христа. Всякая болезнь, она обойдет их стороной. Даже если кто-то и заболеет, не будет никаких последствий, перенесут просто в легчайшей форме. Пусть это будет во имя Иисуса в их жизни. Господи, я прошу Тебя, на следующей неделе начинается новая четверть у школьников. И закончился локдаун. Господи, благослови всех, кто ходит в школу, всех студентов, Господи. Дай им мудрости, расположи просто их сердца к тому, чтобы они познавали что-то новое. Я прошу Тебя, Господи, пусть у них будут друзья хорошие в церкви, и пусть будут хорошие друзья в школе, в классе. Господи, окружи их такими людьми, которые будут оказывать положительное влияние на их жизнь. И пусть они будут лучше в какой-то сфере. И весь Божий народ сказал. Аминь. Аминь. Да будет так. Все, дети, можно пройти вниз. Там будет детское служение. И у нас сегодня первое воскресенье этого месяца. И как вы знаете, по традиции, которая заведена в нашей церкви, мы каждое воскресенье первое принимаем хлебопреломление, это общее для всей церкви. Почему мы это делаем? Кто знает? Кто-нибудь знает? Anybody? Вообще кто-нибудь? 2 человека? Ребят, просыпайтесь. Мы это делаем, потому что наш Господь Иисус Христос, Он нам заповедал, вернее, Он заповедал это своим ученикам, но мы-то Его тоже ученики, да? Что делайте так в мое воспоминание. И вот уже более 2000 лет церковь, она не переставая делает это, совершает. Я надеюсь, на нас это не закончится. Мы также это делаем. Что это означает? Это означает, что мы, написано, что вы смерть Христа возвещаете. Мы свидетельствуем перед Духом. И когда у тебя возникают сомнения, точно я спасен? Вот это в том числе для того, чтобы показать всем, напомнить тебе. Потому что ты спасен не потому, что ты такой хороший. Не потому, что ты сделал какие-то хорошие дела, и ты это заслужил.
Нет. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, написано. Но из-за того, что Иисус, Он умер, ты хороший. Ты никогда не сможешь сделать что-то такое, чтобы быть достойным, чтобы пойти на небо. Но Он уже все сделал. Поэтому ты хороший, потому что ты просто Его принял. Вы согласны? Это имеет смысл. Тем самым ты просто показываешь, что вот мой Господь, я Его принял, и я спасен. Это свидетельство для всего внешнего мира, для всего духовного мира, это свидетельство для тебя также. Если у тебя есть какие-то сомнения, вот оно. Сейчас мы будем принимать хлебопреломление или причастие. Я просто единственное, что хотел сказать, вы заметили, что мы помолились за детей, мы их отпустили, они пошли к себе, и после этого мы это делаем. Почему? Потому что мы верим, что человек принимает Христа в сознательном возрасте. То, что в некоторых церквях делается, и младенцев крестят, мы в это не верим, да, что человек должен осознанно прийти и выбрать Бога. То есть ты не можешь въехать на небо по вере твоих родителей, которые когда-то тебя крестили. Каждый человек в свое время должен сделать осознанный выбор. Поэтому, если вы принимали Христа как своего Господа и Спасителя, если вы принимали водное крещение, вы можете принимать участие в причастии. Если вы этого не делали, то вам не будет никакой пользы. Более того, написано, что нужно принимать это достойно, размышляя об Иисусе, о том, что Он сделал для нас. Поэтому вы все знаете. Давайте мы встанем. Мы помолимся, благословим. Вот эту картинку слишком рано вывели туда, ее можно пока убрать, чтобы она глаза не мозолила. Давайте мы благословим. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за Твою жертву, которую Ты, Иисус, понес за нас на кресте. Благодарим Тебя и принимаем с благодарностью. Мы провозглашаем, что этот хлеб – это тело Твое, которое было ломимо за нас. И этот сок – это Твоя кровь, которая была пролита за нас. Мы освящаем этот сок и этот хлеб, и мы принимаем это с благодарностью, вспоминая о Тебе. И ведь Божий народ сказал аминь. Можно находиться на стороне также, тело Христово, кровь Христа. Только ты один, так коснулся сердца моего. Твоя милость.
Спасибо прославлению. И я думаю, и вообще люблю. У нас радостные новости, да, что в городе снимают локдаун. Я не знаю, кому-то может радостный, кому-то нет. Ну да. И слава Богу, и я хотел бы просто сказать, что молитесь за это, чтобы вообще болезнь она пошла на спад. Потому что мы как-то молились за наших близких, за тех людей, кто в церкви. Периодически появляются объявления, что кто-то заболел, кто-то в больнице лежит. Но молитесь также за то, чтобы просто вообще все это уже закончилось. Чтобы пошло на спад, чтобы просто убрали всякие локдауны. И я хотел бы сказать, что мы обычно не объявляем, как-то вот так анонс такой не делаем, что у нас кто-то будет. Но я хочу объявить, что у нас следующее воскресенье, если Господь он все устроит и все пойдет по плану, и авиакомпания Якутия, она не будет на сутки откладывать рейсы, то у нас будет следующее воскресенье наш епископ Андрей Манджосов из церкви Регат, церковь называется. В общем, из города Владивостока, и не чуждый нам человек, потому что он был также пастором здесь долгое время, поэтому добро пожаловать. И мы пока еще не решили, но есть такое какое-то вот на сердце понимание, что, может быть, сделать просто одно собрание, и дальше как-то вот собрание не делать, выжимать, делать какое-то вот общение, чаепитие, и просто с ним пообщаться. Может быть, мы устроим какой-то такой, знаете, вопросы-ответы. Можно будет задать каверзные вопросы. Есть ли жизнь на Марсе, например? Ну, в общем, если у вас что-то есть на сердце, можно будет пообщаться. Я думаю, что, скорее всего, мы так сделаем. Вот. И вы следите за объявлениями в официальной группе. Вся информация будет там. А так, добро пожаловать в 11 часов, стандартное время. После этого, я думаю, может быть, мы прямо здесь сделаем какую-то трапезу. И пообщаемся. Хорошо? У нас также есть еще немаловажная часть служения. Это десятины и пожертвования. И я не буду ничего говорить, наверное, на эту тему. Вы все знаете. Если вы первый раз в церкви, ну или... Это не побор, это написано добровольно охотно дающего любить Бог, поэтому нет никакого осуждения. Но если вы не первый раз, вы знаете, зачем, почему, и Господь благословит вас, и пока ведра не идут, у нас также можно сделать пожертвование в электронном виде, и обычно у нас реквизиты сбрасывают в группу. Можно вот сейчас тоже, если что, повторить, напомнить, если кто-то хочет, может перевести в электронном виде. Аминь. И вы не вставайте, я просто помолюсь и благословлю как бы каждого человека, который дает в нашей церкви. Господи, я благодарю Тебя за каждого человека, который дает и когда-либо вообще давал в нашей церкви. Я прошу Тебя, Господи, благослови. Благослови каждого отдельно. Прежде всего, в финансовой сфере. Господи, пусть будут всегда деньги на всякое доброе дело. И, Господи, благослови также во всех остальных сферах. Я провозглашаю мир в дома, я провозглашаю восстановление отношений, я провозглашаю радость в жизни каждого человека. Аминь. Слава Богу. У нас так много людей до сих пор еще где-то ездят. Кто-то уехал, у нас отпуска начинаются, у кого-то у нас Светлана, два диакона и Наталья Якунова, они тоже разъехались по каким-то личным делам, и это радует, что у нас после таких цен на билеты стало как-то возможно ездить куда-то. Слава Богу! Вообще, у меня такое, знаете, это... Все хорошо. Вообще, может, что-то случилось? Чего вы все читаете? Что-то произошло, что-то запустили, там, я что-то еще не знаю. Все нормально? Деньги переводят. Деньги переводят. Нет, вообще ничего не случилось такого. Глобального. Давайте мы что-нибудь сделаем, я просто это... стесняюсь спросить. На счет 3 крикнем что-нибудь, там, не знаю, давайте крикнем «да». На счет 3-4, хорошо, громко, так что все проснулись. Готовы? Да.
Подождите еще. На счет 3-4. 3-4. Да! Хоть как-то. Потому что когда ты стоишь, и в ответ тишина, и как-то не ободряет совсем, думаешь, я еще ничего не сказал, что они все уснули. Подождите. И сегодня я хотел поделиться на такую тему. Господь положил на сердце. Знаете, такой стих. Вот я его как-то сознательно очень долго избегал. Как-то, бывают такие вещи, да, кажется, как будто это не очень удобно. Сейчас мы коснемся этого. И сначала я хотел спросить вас, помните, ну, наверное, у каждого бывало такое чувство, что вот внутри свербит что-то, знаете, как будто ты забыл что-то, или тебе что-то нужно сделать. У кого такое было? Вот когда, знаете, у меня вот часто бывает, ушел и вспоминаешь, ты дом закрыл или нет. Ну, про утюги это вообще история, да, вот жизненная история просто есть. Рассказывал один парень, ну, про своих родителей, что они часто уезжали куда-то на машине, например, ну, в дальние поездки, на отдых, на природу, соберутся, поедут, и мама, она говорит отцу: слушай, по-моему, я не выключил утюг. Давай вернемся, я не хочу, чтобы у нас дом сгорел. И они разворачивались, возвращались, поднимались в квартиру, только обнаружить то, что утюг выключен, все хорошо. И так продолжалось несколько раз, и в один прекрасный день они едут, и мама опять говорит отцу, что слушай, по-моему, я не выключил утюг. Он молча останавливается, открывает багажник, достает утюг и едут дальше. Но часто бывает такое чувство, я не знаю, как у вас, у меня, знаете, в молодости было такое. Это такой вот легкий вариант, да? Вот, когда свербит, и ты понимаешь, что не может же быть такого, чтобы вот я умер, и все бы закончилось. Ну должно же быть что-то, да? Неужели я живу просто так? Я умру и все. Я больше никогда не буду жить. А человечество существовало 1000 лет до меня и 1000 лет после меня. Какой смысл вообще в этом? Никто и не вспомнит. Я к тому, что часто у людей вот возникает такой, человек так устроен, что у него есть жажда по Богу. Да? Что-то внутри, какой-то голос, он говорит, что есть что-то. И сегодня мы будем затрагивать местописание, где описывается, как молодой, богатый, там написано правитель, да, молодой человек, он подбежал к Иисусу, и он задал ему вопрос: что мне сделать, чтобы унаследовать жизнь вечную? И это место, да, оно описывается в 3 Евангелиях из 4. Матвею он описывает, что это был молодой человек, а в Луке говорится, что он был правитель, ну, по-нашему, как аристократ знатных кровей, да, из такого рода знатного. Матвей, Марк и Лука все говорят, что он был богат. И можно сказать, что это был человек, у которого было все и не было ничего. Он был очень успешный, но когда он ушел от Иисуса, он ушел ни с чем. Да? Вы знаете, миллионы людей по всей земле, без преувеличения, у них вот возникает вот такой вот вопрос: ну должно же быть что-то еще. Должно же быть. Я вот не знаю, ну, в принципе, у нас поколение как бы подходит. Есть такая очень популярная на Западе рок-группа или поп-группа YouTube, или по-русски YouTube2, я не знаю. Они очень популярны, то есть ни в какое сравнение не идут ни с нашими звездами, потому что это всемирная слава, без преувеличения, звезды мирового масштаба. И солист в этой группе,
У него псевдоним Бона. Он такой в очках постоянно ходит, я так понимаю, у него глаукома. И он даже в помещении всегда в очках. Ну и имидж такой, наверное. Я просто помню, когда вот в 90-х я начал слушать, у нас как бы открылось это все. У него были, я просто так к Иисусу обращается, и в конце он говорит: но я все еще не нашел то, чего я ищу. И вот в тексте они вроде бы вот все это, и потом, знаете, вот в конце: но я все еще не нашел то, чего я ищу. Я к чему это затронул, знаете, недавно, то есть ему уже под 60 сейчас, 58, что-то такое. Я недавно прочитал интервью, он давал какому-то журналу, и интересная такая вещь, знаете, он говорит, что, то есть, насколько я понимаю, он наконец-то определился, я так понимаю, что он верующий человек, так человек живет, что-то делает, даже не знаю, знаете, я недавно он узнал, помните, у нас был такой Александр, как его звали, который пел «Я буду долго гнать велосипед». Да. Вы знаете, он, оказывается, у него там такие есть песни, может быть, я в группу скину, мне просто ссылку кинули, когда уже на закате своей жизни он уверовал, и он пел песни Господу, и такие, знаете, псалмы, прям удивительно просто. То есть верующий человек, ты никогда даже не знаешь. И вот здесь, знаете, что-то похожее. Вот Бона, да, он давал интервью, он сказал следующее. Кто есть Христос, это определяющий вопрос для человека. И тебе не удастся отделаться такой фразой, что он был великий мыслитель или философ. Потому что когда он жил, он ходил и он говорил, что он Мессия. И он был распят за то, что он говорил, что он Сын Божий. Поэтому он либо был Сыном Божиим, либо он был сумасшедшим. И мне очень тяжело поверить, что миллионы людей по всей планете пережили прикосновение и были вдохновлены каким-то сумасшедшим. Я просто в это не верю. Но природа человеческая, вы знаете, что сейчас, что тогда она вся одна и та же. Вот это местописание, когда молодой человек подбежал к Иисусу, вот он тоже, у него был такой, я верю, знаете, внутри такое сверкело. Он понимал, что должно быть что-то еще. Давайте мы прочитаем это местописание. Это Евангелие от Марка, 10 глава, 17 по 31 стих. Евангелие от Марка, 10 глава, 17-31. Когда он выходил в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие». Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобой». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие
среди гонений, во 100 крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель. О веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, а последние первыми. Знаете, нам не написано, как звали этого молодого человека, и я, не знаю, для удобства назвать его как-нибудь, или мы просто его будем называть молодой человек. Но он сделал очень много правильного. Вот когда, знаете, он пришел в правильное время. Потому что, знаете, молодой возраст – это самый классный возраст, когда нужно приходить ко Христу. Гораздо лучше, чем на заре своих лет. Но он пришел к правильному человеку, да, он пришел к Иисусу. И он не просто пришел, но он с правильной энергией. Там написано, что он подбежал к нему, прибежал. И с правильным отношением он не просто прибежал, но он упал перед ним на колени. И он говорит, что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную? Ну представьте, подбегает, весь такой жизнерадостный, с таким отношением. Упал, что мне делать? Улыбался, а ушел, опустив голову, волоча ноги. Удивительное на самом деле место, да? И я его как бы разбил на таких вот 5 эпизодов, да? 5 составляющих частей. И, знаете, таких 5 жизненных уроков, которые мы можем из этого извлечь. И вот первое, да, это как бы такой, странный диалог, который состоялся у него с Иисусом, и Иисус ему на вопрос, что мне делать, он говорит, храни заповеди, да? Почему Иисус, он говорит, что нужно хранить заповеди для того, чтобы получить жизнь вечную? Когда мы только что сейчас молились, да, мы говорили, что, невозможно заслужить, да? Но вы помните, да, Иисус, он еще не умер, он еще ходит по земле, он еще не искупил человечество, я думаю, поэтому он ему говорит, и те заповеди, которые были у иудеев, у еврейского народа, которые дал им Бог, и он говорит, что вот то, что написано, то, что Отец он заповедовал, соблюдай это. И все знают, а сколько у нас заповедей? 10, да? То есть первые 4, они касались отношения между человеком и Богом, да? Были направлены на это. То есть, прежде всего, у нас не у нас была заповедь к евреям, да? Пусть у тебя не будет никаких других богов, то есть не делай. Это первое. Следующее, не нужно было делать никакого изображения, идолов создавать. Третье, нельзя было произносить имя Господа впустую, в суе. И четвертое, нужно было чтить субботу. Потому что это день Господень, да, то есть когда Господь он создавал землю, он 7 дней, 6 дней работал, и на 7-й он отдыхал. И повелел то же самое. На самом деле большая мудрость. Отдыхать нужно. Но следующие 6 заповедей, да, это не касается того, как мы должны относиться друг к другу. Как человек должен относиться к человеку. И это в 19 стихе. Иисус он говорит следующее ему. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай. Или здесь, знаете, не суть, не отбери. В этом смысле, что не возжелай. В заповеди нам написано. Почитай отца твоего и мать. И вы знаете, зачем он вообще все это ему говорит? Он знал его вообще, на самом деле, сердце. Кто верит в это, что Иисус, он знал, что у него в жизни, что у него в сердце. Потому что этот молодой парень, он улыбнулся и говорит, 20 стих, он же сказал ему в ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Я все делаю это. Написано, что он посмотрел на него, да, возлюбил, он сильно ему понравился. Классный парень. И он говорит, что одного тебе не достает. Я верю, что Иисус, он увидел, что, знаете, ты все заповеди соблюдаешь, но в твоей жизни есть другой Бог, которому ты поклоняешься.
И вот жизненный урок, который мы можем из этого извлечь, знаете, у человека может быть только один Бог. Здесь Иисус, он, знаете, он как врач. Когда, вы знаете, вот врач слушает или там щупает руками пальпацию. Когда пальцем тычут, и он проверяет. Иисус, он хотел, чтобы этот парень, он увидел, в чем у него проблема сам. И он так тыкал его, пока он сам не увидел это. Кто-нибудь, знаете, вот у меня был аппендицит, когда-то, или вот у детей, когда проверяют, знаете, у детей живот болит, или вот помню, я сам приехал, когда. То есть, может болеть по-разному вообще. Ты никогда не знаешь, что это такое вообще. Может болеть вообще все тело, там, весь живот или еще как-то. И обычно врач ложит на спину, поджимает коленки, и он начинает щупать живот. Здесь болит, здесь болит, здесь болит. И потом он жмет в одно место, и у тебя глаза такие, если у тебя аппендицит, да, здесь болит. Знаете, это то, что вот Иисус, Он делает с нами. Он вот так вот тычет и показывает тебе. А вот здесь, а вот здесь. Врач, он как бы он не давит сильно кулаком туда, просто пальчиком потихонечку. Есть ли какая-то вещь, есть ли какой-то человек, или какая-то деятельность в твоей жизни, которая стала более значима, чем живой Бог в твоей жизни? То есть проблема у этого парня в чем была? Любовь к деньгам, да, жажда к деньгам, наживы. Второй вот как бы подраздел, да, который, знаете, вот, шокирующий просто совет, который дает ему Иисус. Он ему говорит: слушай, продай все, что имеешь, раздай нищим и следуй за мной. Иисус ему говорит, что тебе одного не достает. Вы знаете, вот это место Писания, наверное, оно, вот этот стих, один из самых таких спорных в Библии, о которых столько там копий было сломано и столько судеб было поломано. Потому что на протяжении веков многие читали и говорили: если я хочу послушаться Бога, тогда я должен пойти и продать все, что у меня есть, раздать это бедным, дать обет бедности, одеть там какую-то робу на себя и идти, взять свой крест, следовать за Иисусом. Знаете, какой ответ вообще на это короткий мысли? Тебе не надо продавать все, если только деньги они не стали твоим Богом. Вот то, что ему было сказано, это было конкретно сказано ему. Потому что Иисус, Он увидел, в чем у него проблема в жизни. Он полагался на свое состояние. И его деньги, его благосостояние, они стали для него Богом. Но во всей Библии вот этот парень, он единственный, кому Иисус сказал такое. Иисуса окружали богатые люди, в том числе. Он встречался с ними. Знаете, Никодим или Иосиф Аримафейский. Это учителя, которые были в Синедрионе, то есть по самому положению, да, как бы у евреев. Они были состоятельные люди. Вот Иосиф, это на его земле, которая ему принадлежала. Иисус, он потом был погребен, похоронен. Был состоятельный человек. Но он никому из них не говорил: иди продай все, раздай и следуй за мной. Потому что он знал, что их богатство или их состояние, оно не владеет им. Оно не является Богом в их жизни. У них другие приоритеты. Вы понимаете, о чем я говорю? Жизненный урок, который мы можем извлечь из этого. Знаете, Иисус, Он постоянно показывает каждому индивидуально, в
в чем у тебя лично проблема в жизни. Он видел сердце этого парня, и он видел, что деньги для него стали Богом. И он просто давал ему решение, как избавиться от этого ложного Бога. Смотрите, что он ему сказал. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим. И дальше. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мной. Он ему говорит, ты не потеряешь все, ты просто переведешь свое земное сокровище на небеса, да, как бы у тебя богатство там будет копиться. В Нагорной проповеди, знаменитой, да, когда Иисус говорил, Он говорил, что в жизни человека может быть место только для одного Бога. Евангелие Матфея, 6 глава, 24 стих. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне, ну или Богу и деньгам. Но у Иисуса есть индивидуально для каждого, что сказать, потому что мы все разные. Если посмотреть Евангелие Луки, 10 глава, к нему подошел законник, то есть человек, который изучал закон Божий, и он подошел к нему с тем же самым вопросом. Смотрите, 10 глава, 25 стих Евангелия от Луки. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус не сказал ему: «Иди продайся, раздай нищим и следуй за мной». Потому что он знал, что у него проблемы не с этим. Он знал, что у него проблема была с гордостью. Знаете, как вот законники, фарисеи. То есть он гордился тем, что он иудей по происхождению, что он знает закон, что он все исполняет, что он пойдет, по его убеждениям, да, на небеса, а вот эти вот грязные свиньи, они не пойдут. Он ему что говорит? Он его спросил: что написано в законе? Давайте вот дальше прочитаем. Евангелие от Луки, 10 глава, 26-28 стих. Он же сказал ему: в законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, и всей крепостью твоей, всем разумом твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Но вот этот законник, он искал для себя, да, какую-то вот лазейку, в смысле всех любить. Здесь написано, 29 стих. Но он, вот этот законник, желая оправдать себя, говорит, сказал Иисусу: а кто мой ближний? Когда нам тоже говорят: возлюби ближнего. А кто мой ближний? И что он ему ответил? То есть, вот этот законник, он ожидал, наверное, ему скажет: ну вот твои иудейские братья и сестры, вот, это твои ближние. Но он ему рассказывает эту историю про доброго самарянина. Кто помнит? Он говорит, что вот шел человек из города, там, да, из Иерусалима там, в другой город. И разбойники его ограбили, побили и оставили его умирать, он там лежит. И мимо идет священник, посмотрел на него, обошел стороной и пошел дальше. Потом идет левит и также обошел его. И потом ехал самарянин, который поднял его, рано его отер, привез его в город, в гостиницу поселил и оставил еще денег. Говорит: пусть у тебя отойдет, здесь полежит, я обратно буду ехать. Если больше потратишь, скажешь мне, я заплачу. И он его спрашивает: как ты считаешь, кто ему был ближний? И вы знаете, просто, чтобы вы понимали, почему он говорит, кто такие самаряне. Потому что вот часто говорят, но самаряне — это народ, который возник на территории северного
или вот Израильского царства. То есть было разделение, было Южное царство, было Северное. И когда евреев угнали в Вавилон, Вавилонский плен, их города вместе со столицей, да, вот Самарией, заняли переселенцы, другие народы. И потом ассирийский царь, которого вот он их угнал, он отправил обратно священника, это есть место в Писании, я сейчас не буду касаться, чтобы он научил вот этих переселенцев, язычников, бояться и почитать Бога. И потом, когда евреи они возвратились, они начали, ну, вот на эту северную часть. То есть там, вот, смотрите, в Южное царство это было колено Иуды. Все остальные, вот, как бы, колено израильские, они потеряны, которые, вот, они как раз там жили. То есть это произошло смешение традиций, культур евреев из других колен, из колена Иуды, ну, с современными, наверное, арабами и все, кто возможно там были. И знаете, самаряне, они удивительные, в том смысле, что у них пятикнижие Моисеева. Они хотели построить храм вместе, когда начали строить храм Соломону в Иерусалиме, при Соломоне в Иерусалиме. Они хотели принять участие, но их не допустили. И с той поры у них пошли разногласия. До такой степени вот на этой религиозной теме. Они построили себе храм самаряне отдельно на горе Горизим. Если вот, мы просто недавно, когда были в Израиле, мы приезжали, вот, сейчас их осталось самарян, что-то 900 человек, что ли, но они еще есть до сих пор. Они поклоняются, они чтут, они там приносят жертвоприношения. То есть такая, ну, ортодоксальная группа. Но суть в чем? С иудеями они были настолько разошлись на разногласия, как вот потом, знаете, дальше есть место Писания в Евангелии, когда Иисус женщину у колодца встретил, самарянку, и она удивилась, что ты со мной заговорил. В смысле? Вы же, говорит, ну, иудеи, с нами вообще не общаетесь. То есть до такой степени, что они даже не говорили с ними. Они их вообще за людей не считали, за собак. И вот здесь он приводит пример вот этому человеку, который его спрашивает, кто вы ближний? Он говорит, да не просто вот твои братья иудеи, а вот эти вот все язычники и тех, кого ты презираешь. Вы понимаете, да, в чем суть здесь вот этого, что именно самарянина привел? Люби твоего ближнего, даже твоих языческих там соседей. В Иоанна 4, да, вот я уже упомянул это место Писания, когда Иисус он встречается с этой женщиной у колодца. Он просит у нее пить, она удивляется, как ты со мной вообще заговорил и так далее. Если бы ты знала, с кем ты говоришь, да, я бы тебе могу дать такую воду живую, что ты вообще больше никогда пить не захочешь и сюда приходить не будешь. И она ему говорит, дай мне этой воды, дай мне этой живой воды. Вы понимаете, да, то есть дай живой воды, которую никогда не буду хотеть пить, это вот жизнь вечная, да, она про то же спрашивает. Он ей что говорит? Он ей не говорит, иди раздай все. Продай все, что имеешь, раздай нищим и следуй за мной, потому что у нее не было с этим проблем. И он ей не говорит, что иди возлюби ближнего своего, как самого себя. Почему? Потому что у нее как раз, да, она там слишком много любила ближних. Да? Он ей говорит, иди, говорит, мужа своего позови. И она такая, нет у меня мужа. Давайте мы прочитаем это местописание, это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 16-18 стих. Иисус говорит ей, Иоанна 4, Евангелие от Иоанна 4, 16-18. Иисус говорит ей, пойди позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это ты справедливо сказала. Бог показывает ей, в чем у нее проблема в жизни. У нее не проблема с деньгами. У нее проблема с похотью. Он говорит, ты правда сказал? Он ей не говорит, он не стал ее обличать. Он просто, знаете, как он видит. Он говорит, позови мужа своего. Он говорит, у меня нет. Он говорит, точно ты сказал? Тот, с кем ты живешь, он не муж тебе. Так, сожитель. Потом эта женщина, да, она, когда он все это рассказывает, она идет, и она
по всей деревне рассказывает, что произошло и что. Посмотрите, не он ли Мессия? Вот это. И там полдеревни собирается, они упрашивают его, чтобы он остался. И он еще 2 дня у них гостили, там полдеревни, они каются. Если у тебя есть в жизни какой-то божок, который управляет твоей жизнью, Иисус, Он даст тебе индивидуальное, уникальное слово, чтобы ты мог заменить вот этого божка на великого и могучего Бога. Пока все хорошо? Вот третий такой сегмент, который здесь можно выделить, это, знаете, вот, личный выбор. Написано, что этот молодой человек, когда он услышал вот это все, он ушел опечаленный, потому что у него было большое имение, большое богатство. Знаете, Марка, вот, Евангелие, оно чем уникально, что вот из всех 3 мест Писания, где это событие, оно описывается, единственный, кто говорит, что Иисус, Он посмотрел на него, и Он полюбил его. Ему действительно понравился этот парень. Я думаю, что когда Он ему предлагал, что следуй за мной, он действительно хотел, чтобы он стал его учеником. Еще один. Мы знаем, да, что Иисус, Он любит всех. Но не забывай, что Иисус, знаете, когда вот так говорят, любит всех. Это как-то вот обезличивает. Он любит конкретного человека, Он любит тебя. Он действительно хотел, чтобы этот парень, он сделал правильный выбор. Вот сейчас можно эту картинку поставить? Есть такая... можно вот так. Это картина знаменитая немецкого художника Генриха Хоффмана, 1889 год. Здесь как раз нарисовано это вот событие. То есть мы видим Иисуса, который предлагает вот, молодому человеку, который одет в такую изысканную одежду. Он ему говорит, что продай вот, раздай все бедным, там вот бедные люди изображены. И следуй за мной. И вот он стоит и думает. И вот здесь молодой парень, он смотрит, как бы, понуро вниз, да, и он размышляет, потому что ему есть что терять. Как раздать вообще все? У меня так много всего. И он качает головой и говорит, нет, цена слишком высока. Мы знаем, да, что он потом ушел. Можно убрать уже. Знаете, в жизни, к сожалению, не все истории, они заканчиваются фразой, что и они жили долго и счастливо. К сожалению, это не так. Вот у этого парня, у него было, можно сказать, у него было все, у него были деньги, у него было все. Но он ушел от Иисуса ни с чем. Жизненный урок из этого, то что, знаете, Иисус, Он предлагает вечную жизнь каждому. Но Он никогда никого не заставит сделать этот выбор. Мы читаем в Библии, что Бог, Он всемогущий, и Он вездесущий, да? Он одновременно проникает все во всем, одновременно. Он может везде присутствовать. И Ему нет ничего невозможного для Него. Но удивительная вещь, что Бог, Он добровольно ограничил свое могущество, свою власть в той сфере, которая касается воли человека. Он никогда тебя ни в чем принуждать не будет. Потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. Он тебе показывает и дает возможность, но
выбираешь всегда ты. Потому что если бы этого не было, мы бы не были людьми. Роботы, наверное, какие-то, если бы еще и за нас решали. Я верю, что Иисус, Он действительно предлагал этому парню стать 13-м учеником. Он знал, что у него есть там тот, кто отпадет. И все, что нужно было сказать этому парню: да, Господь. Да, как все остальные, они последовали за ним. Как кто-то написал, что вот самые печальные вообще слова, которые существуют в языке, это сослагательное наклонение. Что бы было бы, если бы. Вот если бы он пошел, может быть, у нас было бы Евангелие от этого парня какое-то, да, еще одно, или еще что-то. А так мы даже не знаем, какое его имя. Он просто потерялся в истории. Еще раз. Бог, Он никогда не заставляет. Он предоставляет человеку выбор. Дальше идем. Четвертая, да, вот как бы такая вот часть, которая, знаете, это вот шутка про верблюда. Это 25 стих. Иисус говорит: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Кто-нибудь слышал это вообще выражение? Наверное, нет такого человека, который бы это не слышал. И, знаете, здесь такой вот еврейский юмор. Иисус берет, знаете, очевидные, смешные вещи. То есть Он берет самое крупное животное, которое было в Израиле, это верблюд. И самое маленькое, то, что создавал человек, да, вот такое вот, это вот дырочка в ушке в игольной, да. И Он говорит, что вот это вот здоровенное, как оно может пройти вот через эту вот ушко. Как-то не смешно, да? Знаете, это как, например, если сравнить, я не знаю, слон в посудной лавке. Вот как-то представляешь, да, вот инструмент. То есть, какой-то громоздкий, неуклюжий, который топчется везде. Если завести в посудную лавку, будет полный привет, да? Вот он, знаете, вот здесь то же самое, что как вот это вот здоровенное животное, оно пройдет через это. У них не было слонов там. Они не обитали. Может быть, кто-то там когда-то привозил, не знаю, в Библии нет упоминаний. Но классная шутка на самом деле, если в этом, наверное, языке ее принимать, и в то время. Знаете, в Матфея 23 глава, 24 стих, Иисус, он еще раз шутит и приводит верблюда, как бы, да, вот здесь в шутке. И он обращается к фарисеям и говорит, что вот вы такие, там, гробы окрашенные, там называют, что вы какие-то вот правила исполняете, но всю суть потеряли того, что это значит следовать. И 23 глава, 24 стих, здесь он говорит: вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие, или проглатывающие. Вы знаете, я просто смотрел это, комар, Иисус, он говорил на арамейском языке, если что. У нас есть несколько указаний на это, да, вот, какое, может не вдаваться в это, чтобы не уместилось, да. Но на арамейском слово комар, оно звучит как галма, а слово верблюд это гамла. Галма и гамла. То есть значение разное, но звучит очень похоже. И вот здесь то, что Иисус он делает, он, знаете, такая игра слов. Он говорит, что вы там отцеживаете, там, если комар, например, куда-то попал в воду, да, и вы его выцеживаете, то есть вы выцеживаете галма, а проглатываете гамла. То есть, как-то смешно, наверное. То есть, еще раз, как слон в посудной лавке. Я к чему это говорю? Потому что, я вот не знаю, вы слышали об этом или нет, но я в свое время, когда вот я был еще молодой,
Я слышал такую версию, что вот пройти сквозь угольное ушко — это такая вот метафора, или что, знаете, что в стене, там в Иерусалиме, у них были ворота, которые назывались игольное ушко. И что человек мог пройти через это, а верблюд уже типа нет. И вот как бы было очень сложно протиснуться, и что значит возможно верблюду пройти. Но никто не слышал такую историю? А помоложе кто-нибудь слышал? То есть старшее поколение, у нас когда-то эта версия, она была популярна. Но я, знаете, у одного теолога прочитал. Проблема с этой версией в том, что эта история, она упоминается в 3 Евангелиях, да? И я проверил это, я зашел, я взял словарь Стронга, у нас Евангелие написано на греческом, и в 2 Евангелиях для вот этой иглы используется одно слово, да, рафис, но в Евангелии от Луки там совершенно другое слово для иглы используется. Там белоний или белос, но суть в том, что и то означает иглу, и вот это, но слова разные. И вообще нет нигде указаний, что такие ворота не существовали. Знаете, да, скорее всего, эта версия, она родилась в 19 веке у какого-то священника, у которого было очень богатые прихожане, чтобы их как-то успокоить. Вот он вышел с такой версией, что ну, были там такие ворота, что на самом деле, ну можно, очень тяжело, но если постараться, можно протиснуться. Но здесь вся суть в том, что он говорит, да как вообще, вот представьте. Но еще раз, суть в том, что это для человека, который полагается на свое богатство, да? Он потом, когда... Вообще, в чем суть вот этой вот шутки про верблюда? Иисус, Он показывает, что насколько сложно, то есть как сложно? Да невозможно вообще верблюду пройти сквозь дырочку в угольном ушке. И это то, что случается с людьми, которые полагаются на свое богатство. У тебя все хорошо. Тебе вообще ничего не надо. Все вопросы мы порешаем. Сейчас позвоним, деньги переведем, все будет нормально. То, что Иисус пытается здесь сказать, это что невозможно человеку получить спасение на его условиях, на человеческих. Вот этот парень, он полагался на свое богатство. А ты на что полагаешься сегодня? Не обязательно богатство. Но есть ли какие-то другие башки, которые соперничают с великим Богом? Любой человек, мы все должны прийти к Иисусу на равных условиях, одинаково. И какой-то олигарх, там, не знаю, Абрамович или Усманов, и последний бомж якутский. На одинаковых условиях. Мы все должны признать, что мы грешники, и получить дар жизни от Иисуса. И это не без разницы, кто ты. Можешь быть богатым, можешь быть бедным, можешь быть попрошайкой. Кто-то вором может быть, кто-то доктором, кто-то юристом, кто-то занимать должность в правительстве. Есть только один путь, и это Иисус. Аминь. Вот суть, вся она здесь, я не знаю, мне понятно, как вообще мысли. И это вот ведет нас к последнему такому пункту. Знаете, благая весть, она заключается в том, что все возможно Богу. Аминь. Знаете, в то время также, почему мы читаем, да, у учеников, вообще у людей было такое представление, что если человек он богат, то Бог он его благословляет. Поэтому, когда Иисус он рассказал вот эту шутку и сказал, что так тяжело богатым войти, они, написано, удивились, или они ужаснулись. Кто же тогда еще может спастись? Если вот эти вот люди, которых Бог благословляет. Давайте мы посмотрим. 23 стих и там дальше по 27.
И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: дети, как трудно, вот здесь заметьте, надеющиеся на богатство войти в Царство Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: кто же может спастись тогда? Иисус, воззрев на них, говорит: человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Знаете, у Бога специализация на чудесах. У нас уже есть люди, я верю, которые... Кто-нибудь переживал чудеса в своей жизни? То, что описано даже в этом, знаете, когда Моисей выводил народ израильский из Египта, вы представьте, сзади армия, у тебя там мост такой, там женщины, дети, телеги, скот и море. Для Бога не было проблемы, да, разделить и сделать дорогу нам. Или когда Давид, там, молодой маленький, подросток, пацан, встретился с 3-метровым великаном. Для Бога не было проблемы да, сделать чудо, чтобы вот этот камень из какой-то там рогатки, он попал именно вот сюда, да, между глаз. И этот великан он упал, и Давид взял меч и обезглавил его собственным же мечом. Невозможно верблюду пройти сквозь игольное ушко. Но это чудо, когда Бог берет человека и проводит его через дверь к спасению. Жизненный урок из этого, знаете, мы не можем заслужить или купить жизнь вечную. Это дар Божий. Знаете, как вот этот вот молодой человек, он ушел от Иисуса, и он пел вот эту песню, которую пел вот этот певец из YouTube, что я все еще не нашел то, что я искал. Вот он пришел с таким вопросом и ушел ни с чем. А ты нашел жизнь? Потому что, знаете, современное общество показывает многие вещи. Ты не можешь найти жизнь в морали, в религии. Единственный путь – это Иисус. Потому что Библия, она говорит в Римлянам 6:23: «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». У этого молодого парня у него было так много. Но все закончилось, что он ничем не был. Он так и остался полагаться на свое богатство. Может быть, у кого-то сегодня в жизни есть какие-то вот такие башки, которые конкурируют с Богом, живым, великим. Может быть, ты думаешь, что у тебя есть все, что тебе нужно вообще. Все хорошо жить. Но если у тебя нет Иисуса, у тебя нет ничего. Потому что из этой жизни мы ничего вынести не можем. В чем пришел, в том ушел. И никто с ботинками не рождается. Или с кошельком. Иисус, Он смотрит на тебя, и Он любит тебя. И Он говорит: избавься от всех башков, которые есть у тебя. Потому что я тебе могу дать жизнь, которая достойна того, чтобы ее жить. Вопрос в том, по своей доброй воле ты доверишь Ему или нет. Потому что Он заставляет не будет. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. То, что я закончил. Аллилуйя. Если Господь вам положил что-то вам на сердце, вы можете сами помолиться. Я также скажу какие-то слова, может соединиться к молитве.
Вместе. Отец Небесный, Господи, прости, если у кого-то вот есть какая-то сфера, мы сами того не замечая, позволили ей стать Богом в нашей жизни, она стала затмевать Тебя. Мы просим Тебя, убери всякую шелуху, всякую ерунду, потому что мы хотим иметь жизнь вечную, мы хотим иметь общение с Тобой, мы хотим, чтобы Ты был единственным Богом в нашей жизни. Мы провозглашаем: Господи, прости и очисти во имя Иисуса Христа. Пусть будет так. Аминь. Слава Богу. И я хочу спросить просто, вообще все это не имеет смысла, если ты вообще не принял Христа как своего Господа и Спасителя. Если у нас есть такие люди, если вы хотите, то можно подойти ко мне сюда, и я помолюсь с вами. Потому что все это, то есть первый шаг — это молитва покаяния. Это признать, что ты грешен. Хорошо? Если кто-то есть, можно после собрания. А так, у нас на сегодня все. С миром Божьим по домам. Пусть Господь благословит вас на эту предстоящую неделю. Оставайтесь здоровые, веселые. Приходите сюда в следующее воскресенье, имейте общение друг с другом. Хорошо? Господь благословит вас. Спасибо. До свидания.